меня большие проблемы идут в личной семейной жизни из-за того, что у меня мама не чеченской национальности, а казашка, отец чеченец. Мне из-за того, что моя мама казашка, что не чистокровная чеченка, и мачеха чеченка меня не любила, хотела от меня избавиться. Мне постоянно родственники говорили: уматывайся в Казахстан к своей матери казашке. Нам стыдно, что ты у нас дома казашка, тут живешь. Я приехала в Брест 10 мая 2019 года с целью попасть через Брест-Тирасполь, Польшу, и попросить себе политическое убежище. Паспортного контроля на границе Беларуси и России нет, так что понять, что тот либо иной гражданин пересек границу, то есть если он захочет, допустим, найти тех беженцев, которые находятся здесь, это достаточно сложно. То есть, опять же таки, в Бресте находятся люди, которые являются там жителями одного и того же города, одного и того же села, и то есть информация о том, что человек находится в Бресте, может поступить довольно быстро. Так получилось, что я забеременела. Я не была замужем за этим человеком, он был другой национальности. Это позор для семьи. За такое меня могли бы и убить, лишь бы избавиться от стыда. Я рассказала обо всем матери. Она рассказала это отцу, и после этого меня хорошенько разыграли. Отец сказал, чтобы я делала аборт. Вернее, он сказал, что сам поведет делать аборт. Он говорил, что я позорила весь наш род, что если об этом узнают, то меня накажут по шариатскому суду, что меня убьют, потому что такое у нас не прощается. Не похоже это на лагерь, это больше как гостиничный комплекс, поэтому никаких вообще жалоб на это место нет. Все отлично, отношение к нам отличное. Там дети смотрят мультики, детский уголок, детский садик есть, да, также по обучению польского каждый и взрослый ребенок может ходить и обучаться польскому языку.